Добрый день, дорогие телезрители. В эфире республиканского телевидения старая добрая программа «Один из нас». И смотрите, кто у нас сегодня в гостях. Один из нас, который, безусловно, будет интересен всем тем якутянам, которые, скажем так, не только возрастным, кстати, Тарас Лукич, потому что за вашими публикациями следят люди совершенно разного возраста. Есть у меня в списке и те, которые, совершенно юные, и говорят, вот Тускул говорил, а Тускул говорил, будет так-то, так-то, да. Ну, смотрите, не метеоролог, отнюдь, а наблюдатель за природой, за природными явлениями Тарас Лукич Тарасов. Здравствуйте. В народе именуемый Тускул, ведущий популярной очень программы «Тускул Бельгете», предсказание Тускула или наблюдение Тускула, можно перевести как угодно. Да? Но начать хотел бы я с очень, на самом деле, давних позиций в истории. Да? Тарас Лукич, мы с вами энное количество лет проработали бок о бок. Прежде чем стать руководителем республиканского радио, это большая, очень ответственная должность, вы набирались опыта, скажем так, в стенах родного поселения, потом дальше и так далее. Вот давайте вот эту часть биографии хотелось бы, очень интересно, потому что, не каждому же дано такое. И страниц, я думаю, будет очень много таких интересных. Да? Начну с того, что дискотека «Мираж», диджей Тарас, это, Хаяхсыте, наверное, было известно каждому в свое время. Да? Давайте, вот с комсомольских времен... с комсомольско-советских времен. Я в 1983 году закончил культпроцветучилище, якутское, и потом сразу работал в родном селе, там директором клуба, и там как раз совхоз имени Религия Растина построил новый клуб. И тогда я совсем молодой был, и, конечно, очень много энергии было, очень много у меня фантазий было. И в это время я учился во Владивостоке заочно на высшей профсоюзной школе культуры. И поэтому 2 раза ездил в Владивосток. На сессии? Да, на сессии. И там тогда закрытый город был в советское время, пограничный город. Поэтому то, что все у нас не было, там все было. Потому что там фирменные магазины есть, «Березка». И боновые магазины есть, потому что там же загранплавание. И очень много техники зарубежной. Тогда у нас дефицит был, а Владивостока навалом было. Лазил везде, в концертах был, и в этом дискотеке. Научился там, и себе начал это делать новые шаги. Это дискотеки. В те времена дискотек у нас вообще не было везде. И я здесь дружился с Журовичами, Данилов Александр Журович. Вместе учились. И потом я создал новую дискотеку «Мираж». Пригласили один раз райком партии и как будто приказали: вы знаете, где живете? Вы живете в Советском Союзе. Так что всяких миражей убирайте. Это «Мираж», это западное имя, поэтому дискотека должен называться по-советски, по-нормальному. Я недолго думал, перевел на якутском языке «Мираж», это «Джергелген». И самое главное, там все эти световые эффекты, тогда очень хороший журнал был «Юный техник». И радиожурнал был. Я с этих... Очень много там было этих, схем. Да, всякие были. И тогда через радиошников, электриков мы сделали цветовые оформления, все сделали. И потом у нас очень интересный журнал был в клубе «Художественная самодеятельность». Это российский, советский. Отраслевой. Да, отраслевой советский журнал. Через этот журнал очень многие друг друга писали там письма и дружили. И потом я вышел на дискотеки других городов и регионов. Я вышел на Куйбышев город. И вышел на город Свердловск. Оттуда познакомились с этими дискотеками. Они начали мне писать и отправлять. Тогда кассеты не было, маленькие
Бобины. Бобины были, через маленькие бобины. И тогда они отправляли аннотации новых групп, и бобины отправляли. Ну, там оплачивали через почту. Потом появились слайды. Каждую субботу новая музыка. Ну, по всем району ездили у меня. Ну, дискотека единственная была в районе. Близлежащих районов не было нигде. И все ездили на дискотеку в Хаяхсет. Те времена совхозы были, предприятия очень разными, водовозками, те, у кого машины. Выходишь на улицу Дома культуры, там вокруг машины стоят. Все приезжие. Я узнал, что мы совсем в другом уровне. Это когда мы поехали в Нерюнгри. Нерюнгри – это Шефский район был. И меня пригласил тогда Агафья Семеновна Птицына. У нас работала третьим секретарем райкома. И пригласил и сказал: Тарас Лукич, вы поедете показать свою дискотеку в Нерюнгри. Ну, я думал, там одни эти приезжие, они там совсем в другом уровне, наверное, поэтому, ладно, поедем, покажем. Ну, поехали, вроде бы нас встречали нормально, там есть Тим-Том ресторан, в ресторане выступили. Потом мы начали дискотеку вечером. А после вечера они за нами гнались. Откуда у вас такие записи? Откуда у вас такие слайды? Откуда вы взяли всю эту музыку? Все. Начали просить. Даже город Нерюнгри. Мы до этого развились. Вот это маленькое село Хаяхсет. Потом назывались, это название у нас осталось, дискотека «Мираж». И я диджеем был, дискотека «Мираж», диджей Тарас. Мы узнали свою популярность, когда выехали в этом столетие, тогда было Субрудского, большой цех, это село Хаталы. И там нас пригласили тоже в цехе. Потом мы обычно, где цех, где большие встречи, мы обычно за деньги пускаем, деньги зарабатываем. И потом мне ребятам дал билеты, они пришли уже 2 часа. Билеты кончились. То, что мы привезли, кончились. Я подумал и сказал, думал, единственный случай можно зарабатывать. Я сказал, езжайте в Хаяхсет мотоциклом и в бухгалтерии возьмите то, что билеты есть, всю возьмите. И привезли эти билеты, все. Там печать, там и реестр, все. Все по-нормальному было. И прямо на Тюсюльге продавали эти билеты. Все продали? Все продали. Тоже кончилось. А у нас маленький клуб. Маленькие клубчики. Вечером началось уйма народов. Все хотят. Потом пришли милиция, райком, райкомол. Короче, Тарас Лукич выводит дискотеку на улицу. Я говорю, дискотека – это где темно, там именно должна проводиться. Там наши слайды, светомузыка, все. Очень долго спорили, они остановили нас, и потом мы начали. Разобрались. Потом через несколько часов стала там баня. Это народу много. Те, которые в баню вышли, другие заходят, и потом вроде бы обмен началось. И в те времена мы заработали деньги 9 тысяч рублей советскими. Большие деньги. Машина стоила? Машина стоила 7 тысяч стоила. 9 тысяч продали. Да. Как молодежь себя вела? В части порядка, дисциплины? Порядок у нас был. Потому что как-то у нас не так уж много милиции было. Большие мероприятия, конечно, милиции были. А так-то друг друга они знали это, поэтому... И очень интересно мы проводили. Там викторина, там игры, там всякие. И поэтому такое много пьянства, драки не было. На радио из этой дискотеки что перешло? Сразу я техникой умел обращаться. Я пришел, это в 98 году здесь меня назначили. Назначили вице-президентом и директором радио. Пришел и посмотрел технику, это ужас было. Я в это время уже научился очень много техниками, новыми, современными. А у нас радио стояло ламповые, в основном были. А про стерео говорить не было нечего.
А в других регионах уже стерео работало, а у нас обычные ламповые передатчики были, ламповые, вот техника была, и бобины тогда стояли. И поэтому, конечно, у меня, тем более техника тогда разбирался, поэтому, конечно, совсем другое понятие было. Заменили все, да? Ну, потом мне сразу было, надо заменить все. Ну, с техникой мы, конечно, сделали, но тогда так быстро не получилось. Все мои хотелки вошли в это, в быт. Тогда все я изменил через 11 лет. Через 11 лет работы. Революция наступила через 11 лет. Да, революция наступила только через 11 лет. Тогда мы пришли на цифру. Тоже один из первых в этом России пришли на цифру. Я съездил, Радио России, я постоянно в Москве бывал, и Радио России заходил. Я обмен опытом Радио России, чтобы перейти на цифры, а они сидели на этом. Я помню все те времена, и как вот эта студия Евгения, да. которая в глубине была, она да. была полностью переделана и так далее. Да, большая работа, серьезно, большая работа была проделана. Да. Тарас Лукич, а как коррелируется вообще вот сейчас, еще раз, Тускул это на 1000% это про погоду, да? Про суставы, про то, как человек себя ощущает, давление и так далее, и так далее. Да? Как технически продвинутый очень человек дошел до жизни такой, до предсказаний погоды? До предсказаний погоды, в те времена, я когда работал в Черепчинской улусной администрации, работал, и в летнее время ездил родине на сенокосы. С малых лет работал сенокосы. И все время мы слышали радио, и какая погода будет. Будет дождь, не будет. Да. И слушали, и толком хорошо никогда не давали. Может будет, может не будет, и завтрашний только давали. Долгодневный прогноз не было. Поэтому я очень интересовался этой погодой. Меня назначили здесь директором радио. Я сразу на следующий день был в этом Якова Потапова метеостанции. Там же приехал. Там работал Юрий Иванович Порошенко. Это директор метеостанции города Якутска. Он очень хорошо меня принял. Мы разговорились, и потом он начал объяснять погоду. Погода как делается. Единственное, он давал погоду недельную. Недельную погоду давал. Это меня интересовало. Потом у нее директором работал Кузьмич Василий Иванович. Он долго работал тоже. Мы с ним очень совместно работали. Я постоянно у них ходил там. И научился очень многому. И меня научили они тоже. И потом я благодарен Павелу Николаевичу Кириллину. Павел Кириллин здесь работал же. Он один раз сказал мне, я все время наблюдал, тогда интернет появился облаками. Через интернет, и потом думал, можно же сделать заранее, хотя бы недельные погоды, и когда дождь будет, не будет, через это спутники. И потом Павел Николаевич мне сказал, Тарас, ты лучше занимайся сам погодой. Не ходи туда, они же за деньги продавали они, метеостанции, ГИС-метео. И поэтому я сам начал потихоньку начал заниматься, недельную, так сделал, ежедневную сделал. И потом я взял свою псевдоним Тускул, потому что это не Тарас Тарасов работает, какой-то другой человек работает. Тускул. И когда уже выходил на радио, и обязательно я сказал Тускул. И потом, кто такой Тускул, никто в лицо не знает, только радио слушает. Один раз меня встречает Сибиряков Максим Николаевич в этом доме печати. И Тарас говорит, дай мне телефон этого Тускула. Какой-то человек появился у вас, Тускул, занимается именно погодой.
А он у нас по этому договору работает, очень невозможно с ним разговаривать. Он такой капризный человек, он не дает вообще телефона никому. Ну так только я избежал от этого. Разоблачение. Да, разоблачение. И где-то лет, 5 лет точно работал, не раскрывал Тоскула. В радио Тоскул идет, но по голосу некоторые знают, но не могут сказать, что это я. И я всем своим работал, сказал, что Тоскул это не Тарас Лукич, это другой человек. И один раз съездили в этом встрече с улусами, Татинском улусе. И потом там в одном поселке мне спросили, Тоскул это вы, по-моему, голос точно такой же. А те, которые работают в радио, голос точно такой же бывает. Меняются все голоса. И потом тоже не признал, что это я. Тарас Лукич, есть... Скрывал очень долго. То есть вот это увлечение, оно выросло из жизненной очень потребности. Да, в период да, синокоса мы же всегда... Очень важно знать, какая погода, будет дождь, не будет, даст работать, не даст работать погода. Да? А как вы перешли на уровень сезонных? Вот зима будет такая, весна будет такая, лето будет такое. Ладно, там недельный прогноз, дневной прогноз, да? Но человек развивается, человек очень много читает, очень много интересуется. Сейчас очень много можно через сайты, очень много интернет помогает. Если через интернет, тогда можно все найти. И потом изучить, и потом цикличность тоже надо изучить, в каком году у нас засуха была, в каком году нормальные эти годы. И потом у нас есть традиционные, именно якутское, это звездами наши очень, оказывается, занимались раньше. Но плохо, что у нас литературы совсем мало таких. В этом направлении? Да, в этом направлении. Совсем я везде, в Пушкинске работал, везде библиотека работал, но уже мало. И в Москве тоже занимался, но якутских совсем мало. И поэтому я именно изучаю Юргель, это плеяда созвездия. Оказывается, не только мы, чуваши, буряты, тоже этим занимаются, оказывается, через плеяду. Например, плеяда это Юргель, там созвездие, там 8 звезд, скопление звезд. И это скопление звезд, они в каком-то, 7 января, 12 февраля, 4 марта, Луна проходит через этот Юргель, плеяду. Вот так. Тогда хороший год будет. А бывает в совсем другом месте. Сверху бывает или внизу бывает. А когда в этом году единственный, я сколько наблюдал, лет 17, в этом году наконец-то это произошло. Это что означает? Это означает, что этот год очень хороший год будет. Это год именно, как говорится, дождливая. Дождь нормальный, погода летняя нормальная будет, обильная у нас будет дикоросов, очень много будет. И еще это влияет только на людей. И экономическое, и на наши мозги. Поэтому именно отношение это только к хорошему, 25-й год. То есть, когда окружающая погода благотворная, это очень позитивно на людские головы влияет, да? Да. Она зависит очень много. Например, я изучаю вспышки на Солнце, солнечная активность. Солнечная активность, она происходит через 11 лет. Через 11 лет это повторяется, а в 11 самые высокие годы активности, тогда у нас засуха. Это точно. 3 года засуха сразу. Потом постепенно идет нормальные условия тоже, дождливые годы. Потом через 11 лет это повторяется. Жаркие дни, жаркое лето,
у нас пожар, вот в 21 году, у нас был 25-й цикл. Вот это активности. Потом через 11 лет 26-й будет. Между ними 11 лет. Тогда вот это года, тогда уже нормализуется вот эта погода до 11 плюс 11, 25, 11, это где-то будет в 36 году. У нас же люди очень любят слово предсказание, да? И говорят, вот Тускул предсказал, там, все, и так далее. Я еще раз, я всегда знал, что торговая марка, это же, считай, торговая марка. Личный бренд Тускул, она вот с 90-х, с 2000-х годов основывается и набрало очень хорошую популярность, Тарас Лукич. Я прекрасно это признаю и осознаю даже. Да? И смотрите, такие моменты, когда, опять Тускул ошибся и так далее. Вы как лично относитесь? Вот когда вот это такое бывает, я это считаю, что такие люди, когда вот обсуждаешь про жизнь, да, в жизни есть 60% нормально, да, 40% обязательно должно против. Это закон жизни. Поэтому если 100% никогда не бывает. Поэтому такие люди должны быть обязательно. Не более 50-60%, а 40% это обязательно должно быть. Таких людей у нас очень много. Я диванные это называю вот таких людей. У них времени очень много. Они очень много рассуждают, пишут. Когда читаешь, когда пишешь, очень много времени берет это, WhatsApp. Или везде писать. И вот такие люди есть. Я с ними не спорю. Я говорю, если я ошибся, тогда народ сам решит. Если они верят мне, тогда значит, я нормально иду. А 1-2 человека это обязательно должно быть против. Тарас Лукич, вот так же, как и радиотехническое сообщество в 80-е годы, наверное, сейчас сообщество народных метеорологов, народных наблюдателей погоды. Я не говорю, что вы предсказательный. Я еще раз говорю, вы человек, который фиксирует, наблюдает за природными явлениями. Да. Всегда говорил я. Да. Вот когда при мне говорили, это ваш Тускул опять ошибся и так далее, я говорю, человек не предсказывает. Это совсем другое. Да. Предсказатель совсем другой вид. Совсем. И никто не скажет, я предсказал. Никто не. Хоть предсказатели есть, да, они никогда не говорят про это. Потому что предсказывание идет сверху. Ты сам не чувствуешь, а говоришь. Это сверху идет. Кто в республике еще занимается наблюдениями за природой, за погодой? Есть Варламов у нас, Черопчинский тоже. Он занимается. Сырдык занимается вроде бы. Вот те люди, которые знаю. А раньше у нас занимался Сибиряков Максим Николаевич. Тоже очень хорошо. Раньше были нормальные вот такие. Которые занимались? Да, занимались. Есть такие. Вы упомянули же Плеяды, да, Юргель, да? Да, Юргель. То есть своего рода астрономические наблюдения тоже делают, да? Есть, да, астрономические. Это у нас в основном все идет астрономическое. Если же у нас каждый знает, что вот это какие проходят эти звезды, это не так уж просто. И потом у меня есть очень много споров идет же на этот мост Остута. Да. Да. Когда обламывается рог быка холода. Первый рог, второй рог. Очень долго спорим. В это время у нас меняется с юлианска на григорианский переходим. Тогда это 14 дней вперед идет наоборот. И в это время вот эта цифра у нас меняется. И поэтому очень долго спорим друг друга. Никто не дает, все говорят, что правду, и находят старые газеты, и это снимают, и показывают. Это единственное, я изучал, потом остановился на одном. Это, оказывается, у нас скопление звезд Телец. Гороскоп же есть, там гороскопы, все вот эти гороскопы находятся, они в звездах.
Вот Телес есть звезда тоже. Ну, звезд, скопление звезд Телес. И с этого вышло вот это урок. И вот это два рога, две звезды есть там. Это один Нал называется, один Нат называется, вот эти звезды. И они рядом стоят с этим Ургелем. Ну, с Плеядой. Здесь Плеяда звезд, здесь Телес. Они очень близко друг к другу стоят. А не зря это оказывается. А когда первый урок этот ломается, да, вот это Нал у нас затухает. Уже не видно. Меньше блестит. Да, меньше блестит. А потом второй урок идет, это Нат тоже. И потом оба исчезают. Ну, не видно становится. А оказывается, наши предки, очень мудрые люди, они вот это рога взяли именно Тельца. Ну, Телец это бык же. Там же два рога. Видно, что это два рога. И оттуда взяли, урок ломается. Они просто взяли какого-то числа. И потом это доказать можно такими вещами. Вот на верховьях Лены есть скальные рисунки. Там скальный рисунок есть. Там рисунок быка есть, тельца. Бык, обычный бык, на камне нарисовано. А сверху стоит этот Плеяда. А оказывается, вот это Телес и Плеяда именно для нашего народа, для народа Сака, самые жизнеобеспечивающие, ну, решающие звезды. Поэтому они оставили на скале рисунок это. Но природные явления же, вот Калана, Гютер, Тостор и так далее, ломается, там, теряет остроту и так далее. Они же есть. То есть морозы реально приспускаются, потом уже гораздо мягче, и потом совсем мягче. Есть такие явления, все это облачено, скажем, в форму народного творчества, и появляется вот этот бык, вот это вот явление дыхания быка и так далее. Да? В конце концов, куда он потом девается? Там же тоже много споров. Он уходит там в сторону Ледовитого океана. Да. Ну, в основном Ледовитый океан. Так. И оттуда идет, и оттуда возвращается. То есть с севера все приходит? До севера. Ну, холод-то с севера идет. Когда холод впервые, это уже в октябре месяце, уже начинается туда уже вставать этот бык холода на Северном Ледовитом. И потом потихоньку идет у нас. У нас программа выходит 1 марта. Это считается почти, ну, не астрономическая весна. Астрономическая весна же в любом регионе разная. Да? Она начинается, когда среднесуточная там нулю равняется и так далее. Но у нас март всегда считается весенний праздник. Это там и праздники вот, с цветами, и все прочее и так далее. Да? Не премину возможностью послушать лично от Тускула, ну, не предсказание, а суждение относительно того, каким будет март. Ну, это очень многие спрашивают. И я обычно делаю это, ну, тут не анализ, я не предсказание, анализ я делаю. Потому что очень много там смотрю, сравнивая те года, вот в прошлом году, так в каком году такое было, тогда можно повториться этот, ну, там очень много работы, и я делаю, у нас есть тоже вот в WhatsApp есть такие хулиганы, которые прошлогодние берут и печатают там где-нибудь. И поэтому я обычно делаю в конце месяца. Ну, 30-го я обычно делаю. И сразу печатаю в газетах. Потому что, чтобы другие не путали людей. А то находят прошлогодние и начинают печатать. Люди вообще можно заблудиться там. Какое предсказание он сказал. Поэтому ждите 28-го я делаю за мартовские, за март месяц. Март месяц у нас нормальный будет. И тем более, ну, до 10-11 числа, ну, ночное время, ну, в основном Заречье у нас холодно бывает. И Аймякон, и Верхьянске. Ну, там 40 будет, 40 с лишним будет. А остальных улусов
нормальная погода будет. И где-то, ну, ночное время 20 будет после 11-12, а дневное время 10-12 градусов будет. И такой холод нет. Мне сегодня очень многие сказали, Тарас Львович, говорят, что март очень холодный, а апрель вообще страшный будет. Откуда они, я спрашиваю, в телеграм-канале говорят. Ну, я сам лично говорю, март очень хороший месяц, с 11 марта уже весенняя весна уже начнется. Поэтому у меня очень много водителей спрашивают, автомашин можно вывезти. После 12 марта можно в центральных улусах, Заречье, везде можно вывезти эту автомашину с гаражей, ну, стоянок. Замороженные. Замороженные. Угу. Подснежники, внимание, еще раз. Крайний срок, когда можно выводить, вернее, разогревать ваши замороженные средства передвижения, это 11 марта. Тускул отвечает. Но, Да. Тарас Лукич, мы записываем программу задолго до 1 марта, но, опять же, по многим прогнозам, вот именно на эти выходные, когда выпадает 1-2 марта, все говорят, будет 38-40 градусов. Вот Да, есть. за 5 дней до выходных, Тарас Лукич, Да. будет ли так или нет? Ну, 40 градусов не будет, конечно, ну, ближе к этому будет, 36. И то ночью, да? Ночью. Ночное время только будет. И маленький отрезок времени, 2-3 дня все. Потом нормальные будут погода. У нас Заречье вообще, это Заречье постоянно у нас холодно будет, а вот это центральные улусы, нормально тепло будет. Тарас Лукич, Долгие холода не будут. нельзя не обратить внимание, что все-таки, вот раз мы, поскольку затронули там 70-е, 80-е годы, я вспоминаю 7 ноября. Да. Ноябрьские парады, да? Парады, ой. В то время, вот когда мы жили тоже в Заречье, многие наши родственники пешком переходили. Демонстрация 7 ноября. Здесь люди уже в летных унтах, в овчинах и так далее ходили. Да? То есть, и когда я пацаном ждал автобус здесь в городе, да, туман был такой очень сильный. Несмотря на то, что машин было мало. Да. Советское время, ну представьте, на проспекте очень мало машин. Но при этом туман был очень сильный. С чем все-таки это связано? Все-таки зима у нас мягче стала, да, в связи с потеплением и так далее. Да. Ну, это в связи с потеплением вообще везде стало тепло. И можно рассуждать, вот у нас вот Заречье, да, Заречье, вот, ну, передача недавно была по телевидению, что ломается у нас земля. Пучится. Вот, да, пучится. Это очень много, в глазах видно даже. Это именно вот потепление идет у нас. 3 градуса сейчас говорят, 3-4 градуса. Это очень много, это очень большое потепление. Именно когда у нас вот Северный Ледовитый океан, там большие наши Антарктиде вот, потопляются, вот это льды уже уходят, из-за этого у нас потепление вообще вот идет с Северного Ледовитого океана. И потом начинается у нас вечная мерзлота, говорим. Вечная мерзлота тоже оттаивает везде. У нас, например, между Хаяксытом и Чакыром стоял очень большой бугор. Болгунях. Болгунях, да. Это мы думали, всю время этот Болгунях был. И даже ездили, когда маленькие были, ездили и посмотрели это Болгунях. И как будто долго-долго поднимались, а в середине было маленькое такое озеро. И смотрели, там очень много, ну, всякие было, ну, предсказания, там, эти, Абага, там всякие. А сейчас, позапрошлом году это вообще исчезло. Это Болгунях. Вообще. Мерзлота выперла, потом ушла. Да, мерзлота вообще растаяла. Полностью. Сейчас нету. Это Болгунях. Это вот это прямо показатель то, что у нас именно потепление идет. Но
маленькая деталь, да, Тарас Лукич. Я вот, один из блогеров российских, да, таких популярных, ездил как раз в Чорапчу снимать вот эти, как пупырышки называются. Да. И моя машина попала в его одну из социальных сетей, поэтому я начал листать. И он очень детально снимал вот эти как раз пупырышки. Да? Вот, на самом деле вот эти явления, они появились в последнее время, вот когда вот эти как бы пузыри появляются в земле. Да? И реально заставляет настораживаться о том, что мы же не властны над Солнцем, мы не властны над расположением огромных космических тел в пространстве и так далее. Ну и влиять на эти процессы, да, конечно, есть какой-то человеческий фактор, о том, что много предприятий, автомашин много там и так далее. Но я думаю, что процесс этот очень-очень над всеми вот этими нашими вещами, над которыми мы боимся там, и так далее, и так далее. Да? Поэтому, что делать? Остается уповать на то, что все, что там выше, оно будет более благосклонно к нам, к тем людям, которые проживают на этой бренной земле, и все у нас будет хорошо, как в предсказаниях Тускула, Тарас Ильич. Давай на это надеяться. Хорошо, что принял приглашение. Нет, я вот еще скажу, что вот у нас, я все время цикличность у нас идет, да? Вот сейчас потепление идет, но это недолго будет. В какое-то время, 20-30 вот потепление будет. Потом опять идет прохладание. Поэтому не надо бояться, что мы скоро все всплывем. Это годами, столетиями, 300-летиями, 500-летиями это идет, веками. А мы думаем сразу на следующий год это. Нет, такое не произойдет. Это цикличность идет. Сперва потепление, потом похолодание, потом потепление, потом похолодание. Так что у нас быстро не изменится. На наш век хватит. На наш век хватит. Отличная концовка замечательной программы с участием народного метеоролога Тараса Лукича Тарасова. Тускул. Как передачи ты заканчивал на радио? Мы все связаны с Луной, с Солнцем, и поэтому это не надо. Күнтен көnteskin törütümen, ыйтан яқытын хықтаман, чәген болун, чөл болун. Анызкы береге көрсі, қадері Тускул.